ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 23 февраля в стране отмечают День защитника Отечества. Одни поздравляют исключительно служивших, другие считают это в целом мужским праздником, просто хорошим поводом принести теплоту и радость. Однако в участии нуждаются не только дорогие люди. Например, в Ухтинском центре по реабилитации людей без определенного места жительства тоже отметили 23 февраля. У каждого из этих людей, которых мы, как правило, не любим замечать, своя история, свои мечты. Я со школы мечтал шофером. У нас в школе учились. Приезжали как там эти, как сказать, на уборку. Приезжают, помогают. С уроков бывало убегаешь, покатай дяденька, потом катают. Даст порулить. Ой, я мечтал. Мужчина сам с Урала служил под Ухтой, потом через какое-то время снова вернулся, понравился город. Работал, так сложилась жизнь, что теперь он здесь. Жизни многих из тех, кто здесь бывает или живет, разрушила выпивка. Обычно так и думаем разбом, что обязательно алкаш, отброс общества. Но очевидные, простые ответы не всегда верны. Есть разные ситуации у людей. У кого-то так жизнь сложилась, что дети отвернулись, да, но не потому, что он плохой или она плохая, но такие обстоятельства, и они оказываются на улице. Некоторые из тех, кто там оказывается, со временем попадают в центр реабилитации в поселке Дальний. Здесь им восстанавливают документы, пробуют отыскать родных и не только. Слова о том, что ситуация у всех разные, правдивы. Например, Ростислав Анатольевич раньше жил в Койгородском районе. Я был пока в санатории, приезжаю, я разбомбили. Поселок закрывается, все ломает. Мне какую-то халупу там дали в том же поселке. Ну там все, опять поселок закрывается. Магазина нету, почты нет, ну вообще ничего нет. Там человека 3, может, осталось пенсионера. И все. Одни остаются в центре на ночь, для этого есть специальное отделение – помыться, поспать в тепле. Другие попадают в отделение временного проживания, тут можно быть до 6 месяцев. Директор центра рассказывает, что когда спрашивают у прибывших, а где твой дом, то часто те отвечают «потерял». Хорошо, давайте возьмем сейчас сеточку и пойдем туда, где вы его потеряли. Понятно, что кого-то обманули, кого-то просто кто-то свой пропил свое жилье, пропил свою жизнь, пропил детей, семью, все пропито. Но где-то в душе глубоко они все равно приходят, раз они пришли за помощью, значит, и где-то вот там внутри что-то у них все равно вертится. Они понимают, что ну так нельзя, наверное. Хэппи-эндов, когда нашлись родные, готовы позаботиться немного. Если всего этого нет, то дорога в интернат. Мужчина на первом интервью живет в центре уже долго. Через несколько месяцев как раз будет решаться вопрос, куда ему дальше. Мужчина на втором интервью в центре всего неделю. Что и как дальше – неизвестность. 23 февраля в центре отметили чаепитием. Ухтинская служба милосердия помогла с угощением, а затем посидели вместе, за общим столом с пирогами и конфетами.